В этом году у нас тема «Восточное искусство», потому что мне полгода назад показалось, что это та тема, которой нам не хватает в республике. И после этого выяснилось, что наша республика стала также культурной столицей предстоящего года. Поэтому я поняла, что в принципе интуиция работает. И в связи с этим я выбрала оранжевый цвет. Это как цвет пустыни, Востока. И мне показалось, что это будет очень интересно увидеть, какие люди будут выбирать тона, оттенки, какие образы они будут собирать. В обычной жизни оранжевый цвет не ношу, но все произошло по воле Аллаха. Вообще, вчера еще думала, в чем я пойду, да, хотя очень хотела попасть на этот фэшн-ифтар. И тут подруга мне звонит, говорит: я хочу тебе, говорит, поднять настроение, я, говорит, тебе шляпку, говорит, такую купила. Я говорю: а я платочек вот только что, говорю, купила. И все так вот сошлось. То есть, было бы намерение, да, и то есть было бы желание, и все в нашей жизни получится. А на фэшн-ифтар я хотела попасть года 2 уже как назад. Это была моя мечта, и в этот раз захожу случайно в Инстаграм, смотрю, пул билетов выложили, и я их взяла. На самом деле это очень объединяет и женщин, и на самом деле этот такой счастливый месяц Рамазан, когда мы счастливы держать уразу и можем собраться на такое красивое мероприятие в таких интересных нарядах. Например, не каждый день мы будем выгуливать оранжевый наряд где-то, а тут мы все в таком красивом оранжевом свете: миляштеса, рябиновый цвет, апельсиновый, мандариновый, цвет счастья и настроения. У меня подруга занимается рукоделием, она сама изготовила вот этот свой наряд. Также у нее украшения, которые достались в мирас наследия от ее бабушки. Что касается другой моей подруги, она этот костюм еще приобретала, когда летала в далекие страны, стюардессой работала. И вот она спустя через 10 лет вытащила этот наряд со своего сундука. И сумка тоже. Да, и сумка тоже. Сумкой уже игралась доченька. А касаемо своего наряда, я купила его, тоже очень долго искала, в магазине нашего города Казань. Я благодаря этому хейту узнала, сколько у меня классной поддерживающей аудитории. Столько положительных сообщений, столько поддержки мне дали, что я, наоборот, увидела в этом ценность, потому что я считаю, что в этом месяце Всевышний, он как будто испытывает чистоту моего намерения, для того, чтобы была возможность понять, для чего это я делаю, для кого я делаю, какие в этом глубокие смыслы. А глубокие смыслы как раз в том, что мы доносим красоту ислама через визуал. Ведь каждый доносит так, как он может. Но самое главное – это стремление в сердце, в чем намерение основное мое заключается. Очень тщательно выбирала наряд, потому что я люблю, чтобы все было продумано до мелочей. Также, чтобы соответствовало также дресс-коду. Сама атмосфера, которая объединяет всех девушек, которые, несмотря на наши сложные времена, держат уразу. Это очень сложный путь – продержать весь месяц. Я к этому отношусь очень благосклонно и принимаю это решение организаторов. Почему? Потому что до этого ифтар был всегда бесплатный, фэшн-ифтар, и все желающие не могли попасть. А сейчас была возможность приобрести билет и попасть на платный ифтар сегодня, а те, кто не успел или не имеет возможности купить, завтра будет второй день ифтара в новом здании театра «Камал». Туда могут попасть все желающие по ссылке и бесплатно. Это вот вчера купила. Мы просто из Тюмени приехали сюда вот буквально вчера, да, и собирали из того, что было. Ну, брали все, что могли. Это я просто в прошлом году заказывала. И они, как мне сказать, очень сильно подошли.